Крым во тьме. Подавление несогласия. Правозащитная организация Amnesty International представила доклад о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Правозащитники отметили, основными жертвами оккупационных властей стали крымские татары, а также пострадали славяне-мусульмане. Все репрессии проводят против несогласных с политикой России в Крыму. Большинство из них находятся в СИЗО. Так как судят сейчас Ахтема Чийгоза, российская де-факто власть в Крыму нарушает его право на справедливый суд. Допрос заканчивается тем, видели ли вы Ахтема Чийгоза в тот день, 26 февраля. Мы слушали допрос 4 свидетелей, никто из них его не видел и с ним не знаком, и даже до того, как их призвали как свидетелей, не знали, кто этот человек. Мы там пообщались с журналистом Николаем Семеной, которому нужна операция, который лишен доходов и доступа к своим сбережениям, светит очень, скажем так, серьезный тюремный срок. Итоги, выводы, крайне неутешительная ситуация. Продолжает ухудшаться стремительно. Очевидно, что любое инакомыслие будет жестоко подавляться, и те, о ком мы ведем речь в докладе, скорее всего, лишь первые примеры и показать указание на то, что де-факто власти намерены самым жестоким образом разбираться со всеми, кто не согласен с новыми политическими реалиями в Крыму.